Доброе утро, Якутия! На календаре 9 ноября, день недели четверг, и вместе с вами я, Юрий Осипов. Я надеюсь, что вы все выспались, проснулись и встречаете этот новый день вместе с нами. Ну а мы, команда «Утро Якутии», как и прежде, заряжаем вас бодростью и утренним позитивом. И вот что мы для вас подготовили сегодня. Якутские образовательные учреждения готовятся к проведению 17-го форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». Чем будет знаменателен форум в этом году и какие нововведения будут, нам расскажет гость в студии в первом блоке нашей программы. Далее эту тему продолжим новостями из научных открытий и интересных новостей. Традиционно покажем рубрики «Пусть мама придет», киноафиши «Моя профессия», а также сегодня мы уже затронем тему новогодних праздников. Ведь по всему миру уже начали готовиться к рождественским праздникам. Также мы сегодня разыграем 2 билета в кинотеатр «Центральный». Розыгрыш традиционно мы проводим в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Если вы это еще не сделали, то сделайте это прямо сейчас. QR-код вы видите перед своими экранами. Ну а мы продолжаем дальше. А далее у нас информация о погоде. В центральных районах от минус 30 до минус 32 градусов. В заречной группе минус 34, минус 42. В южных районах сегодня минус 24, минус 27. В Вилюйской группе на 6 часов утра минус 23, минус 30. В Нижнеленских минус 21, минус 30 градусов. В западных районах минус 20, минус 26. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 17, минус 37. В Янских минус 29, минус 34. На северо-западе Якутии сегодня минус 17, минус 26. И о погоде в столице региона. Сегодня на 6 часов утра она составляет минус 29 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. На данный момент штиль. Далее у нас розыгрыш. И вновь доброе утро всем тем, кто только присоединился к нам. Сейчас настал тот самый момент, который ждут многие наши зрители, а именно розыгрыш билетов в кинотеатр «Центральный». Условия, как и прежде, просты. Необходимо быть подписанным на наш канал «Утро Якутии». QR-код вы видите на своих экранах. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, то смело наводите камеру вашего смартфона на этот QR-код и подпишитесь. А вопрос сегодня звучит таким образом. Залог – часть города, расположенная за широким логом, длинным оврагом с отлогими склонами, который постоянно залит водой. Лог – это озеро, которое ныне называется Теплым. Первоначально в 7 веке, когда город после переселения Острога стал строиться, лог оказался границей города. Тогда это незаселенное место называлось... Вопрос, как называли это место в те времена? Вопрос уже продублирован в наш телеграм-канал, так что кто первым даст правильный и полный ответ, тот и получит 2 билета в кинотеатр «Центральный». Ну а мы двигаемся дальше, и сейчас я хочу передать слово нашим коллегам из информационной службы. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии за многодетность. Такая мера поддержки предложена для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении 3 и более детей. Уточняется, что сейчас по закону 80-летние граждане или инвалиды первой группы получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Предлагают дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда тех, кто достиг возраста 70 лет и воспитавших 3 и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7567 рублей в месяц. Время отправления пассажиров в поезд из Якутска сдвинули на 2,5 часа раньше. В этом году, с 3 ноября, пассажиров поездов железных дорог Якутии перевозят через Лену стыковочными рейсами с участием аэроботов и судов на воздушной подушке, что увеличивает время в пути следования при выполнении трансфера. Чтобы избежать задержек, отправления поезда со станции Нижний Бестях вынуждены сдвинуть время отправления трансфера из Якутска пораньше на 2,5 часа. Прокомментировал ситуацию замгенерального директора ЖДЕ Алексей Соколов. Теперь и трансфер выполняется с 12 до 14:30 по местному времени.
Полигон твердых коммунальных отходов на 27-м километре Вилюйского тракта введен в эксплуатацию. Проект прошел госэкспертизу, все необходимые акты подписаны. Этот объект уникален, он отвечает всем современным требованиям федерального законодательства и построен в условиях вечной мерзлоты. Полигон позволит не только улучшить экологическую обстановку, но и решит вопрос закрытия действующего полигона на 9-м километре Вилюйского тракта. Кроме этого, на 8-м километре Вилюйского тракта начинает строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. Ее планируют завершить в конце следующего года. Общая идея данного проекта заключается в том, что тот мусор, те твердые бытовые коммунальные отходы, которые накапливаются на территории городского округа город Якутск и в ближайших административных территориях, будут привозиться сюда, значит, мусороперегрузочную станцию Вилюйский тракт, 8-й километр, так, там будут сортироваться, будут, значит, сортированы полезные фракции, такие как картон, стекло, пластик, металл, древесина и так далее и тому прочее, для того, чтобы максимально отделить, так скажем, полезные фракции, которые приходят на мусороперегрузочную станцию. В Центре духовности имени братьев Даниловых в Горном Улусе работают 19 клубных формирований и 6 творческих объединений. Талантливые жители Бердыгистяха в свободное от работы и учебы время с радостью занимаются вокалом, танцами, фольклором. В это непростое время каждый местный житель хочет поддержать наших воинов. Именно с такой целью объединились творческие люди, народные коллективы и ансамбли на благотворительном концерте. Все вырученные средства будут направлены в поддержку бойцов. Хотелось бы поблагодарить наших активных участников за то, что вот сегодня мы провели концерт-акцию. Все вырученные средства пойдут на специальную военную операцию. Мы всегда поддерживали и поддерживаем наших российских воинов. Якутское кино представят в конкурсной и внеконкурсной программе международного кинофестиваля Arctic Open. Дирекция фестиваля объявила шорт-лист, куда вошли 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 полнометражных, игровых, 23 документальных и 24 короткометражных. В числе финалистов картины из Якутии. Короткометражный фильм «Макушка земли» режиссера Эдуарда Новикова, премьерный документальный фильм «Лицо» режиссера Сергея Дагорова, документальный фильм «Чискыра» и «Женщина Саха». Во внеконкурсной программе будут представлены 2 работы якутян. Киноальманах «Эд» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова, а также картина «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. В Якутии пройдет республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященный 70-летию со дня рождения известного политического деятеля Якутии Вячеслава Анатольевича Штырова, который состоится с 7 по 8 декабря этого года. «Шаг в будущую профессию» — это масштабный проект, который является научной соревновательной площадкой для студентов профессиональных образовательных организаций и школьников. На основании протоколов экспертного совета и общекомандного зачета будет определен победитель, который получит большой научный кубок. И более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. Это Александр Сатыров, заместитель директора Института развития профессионального образования. Доброе утро. Доброе утро. Ну и расскажите об истории этого форума. Ну, данный Всероссийский форум, он зародился в стенах Московского государственного технического университета имени Баумана, которые решили таким образом решить нехватку форумов и конференций в области технических наук. Наша же республика включилась в данное движение в середине 90-х годов прошлого века, когда по инициативе первого президента Михаила Ефимовича при поддержке академиков Ларионова начали в школах проводить данную конференцию. Насколько я помню, уже 27 конференций было проведено. А в отношении нашей системы среднего профессионального образования мы начинаем еще с 2007 года, когда первый заместитель министра профессионального образования и науки Альбина Естинова решила, что данное движение необходимо внедрять в наших колледжах и техникумах. И сейчас уже 17-й форум у нас пройдет в этом году, и, как вы сказали, уже он посвящен юбилею Вячеслава Анатольевича Штырова. Начинался данный форум в виде
научно-практической конференции, которая с года в год разрасталась. И сегодня мы имеем в форуме не только конференцию, но и фестиваль молодых дизайнеров, и конкурс Digital Idea, информационный конкурс «Юный мастер», инженерная выставка. Все это ежегодно у нас увеличивается в масштабах, все больше людей принимает участие. К слову, участие в конференции у нас дает дополнительные баллы при поступлении в вузы Российской Федерации, так как уже второй год мы включены в перечень конкурсов Олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации. Ну и вот исходя из этого, почему нынешний форум посвящен именно Вячеславу Анатольевичу? Ну, помимо юбилейной даты Вячеслава Анатольевича, он сделал очень много для развития нашей республики, и в отношении системы среднего профессионального образования мы благодарим за создание таких учреждений среднего профобразования, как Светлицкий индустриальный техникум, который является ныне филиалом колледжа в Мирном. Это и транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, и горно-геологический техникум в поселке Ханнага. Мы очень уважаем, любим Вячеслава Анатольевича Штурова. И говоря о работе форума, какие площадки будут задействованы в его рамках? Повторюсь, что это помимо конференции, это фестиваль молодых дизайнеров, это профориентационный конкурс «Юный мастер», где дети рассказывают о сути профессии, кем они хотят стать, либо кем являются их родители. Это инженерная выставка, Олимпиада, которая будет посвящена истории Якутии и непосредственно деятельности Вячеслава Анатольевича. Ну и надеемся, что в будущих годах у нас также будут новые какие-то секции и направления. Будем ждать увеличения и размаха нашего форума, так как в этом году мы решили допустить школьников, потому что до этого у нас участниками являются студенты наших колледжев и техникумов. Надеемся, данная инициатива у нас будет прорабатываться, и в последующие года мы увеличим увеличение участников нашего форума. И вот учитывая вот это расширение, скажите, какое количество участников и экспертов планируется привлечь в этом форуме? Ну, в прошлом году это было порядка 4000 участников и около 70 экспертов из нашей республики. Надеемся, что в этом году будет не меньше, а то и больше, так как мы решили все-таки привлечь к участию и школьников. Ну вот вы сказали, участие в форуме дает дополнительные баллы при поступлении, а есть ли что-то еще, что дает победа в этом форуме? Ну, не сам форум, а именно конференция форума у нас включена в перечень Министерства просвещения, и участие в нем лауреаты получают, конечно же, дополнительные баллы при поступлении в вузы. Также экспертное жюри вправе выбрать понравившийся проект, понравившегося докладчика и рекомендовать для участия в каких-либо всероссийских форумах, конференциях по направлению деятельности данного школьника либо студента. Кроме того, нашим институтом прорабатывается идея о создании своего регионального перечня чемпионатов, олимпиад, конкурсов, результаты которых наши колледжи и техникумы бы учитывали при поступлении в учреждение среднего профобразования. И исходя из опыта прошлых лет, есть ли какие-то проекты, работы участников, которые, может быть, запомнились больше всего или которые получили ход и реализовались? Ну, экспертное жюри направляет для участия, рекомендует некоторые работы, понравившиеся для участия в других мероприятиях всероссийского масштаба. Так, чтобы не затруднительно ответить на данный вопрос, все дети, все работы у нас оценены строгим экспертным жюри, и практически все, кто получил рекомендации, они выступают очень достойно на российском уровне. Тогда скажите, как подать заявку, чтобы принять участие в этом форуме? Есть сайт нашего института, в поисковике можно вбить Институт развития профессионального образования Якутии, и на первой странице будет баннер, вкладка, раздел, посвященный данному форуму, где подробная информация, положение форума, экспертные, организаторы, история самого форума, все там указано, и можно возможность зарегистрироваться, подать заявку на участие в мероприятиях данного форума. И вы сказали, что в этом году еще будут принимать участие школьники, верно? Каким возрастом ограничены участники? Допустим, в профориентационном конкурсе «Юный мастер» мы в прошлом году даже допускали
детей, которые ходят в садики. То есть это видеоролик, видеопрезентация, кем хочет стать ребенок, либо кем работают его родители, что нравится ему, почему он выбирает данный ребенок эту профессию, рассказывают. Поэтому именно данное мероприятие «Юный мастер», оно вплоть до детского сада. А школьники, они могут участвовать у нас и в научно-практической конференции, так как все-таки у нас есть много талантливых детей, школьников, которые могут показать свои знания и умения в проектной деятельности. И вот расскажите о разделении. Вы говорите, что могут в некоторых конкурсах участвовать буквально с детского сада, а в некоторых все-таки старшеклассники. И вот как идет эта градация и разделение? Ну, в положении у нас прописано, кто имеет право участвовать. Допустим, в инженерной выставке могут принять участие и в кейсе в разработке цифровых решений для реализации каких-либо проектов, либо проблем в области экономики республики. Я думаю, сейчас нет такого конкретного ограничения, и повторяю, что это все-таки будет первый опыт, когда мы массово хотим запустить детей школьного возраста и понять потом, провести какой-то анализ и сделать выводы для последующих организаций данного мероприятия. Что ж, Александр, спасибо вам, что нашли время и приняли участие в нашем утреннем эфире. Спасибо большое. Ну а сейчас давайте узнаем, какие даты и события отмечаются сегодня на календаре. На календаре 9 ноября. Сегодня отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный день антиядерных акций, Всемирный день лизинга. По народному календарю «Зарок на Пороскеву». На Руси в этот день было принято давать обеты, обещание выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Этот день в истории. Переворот 18-го Брюмера поставил точку в истории французской революции. Подавлен пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером. Началось разрушение Берлинской стены. В этот день родились Иван Тургенев, русский писатель; Велимир Хлебников, русский поэт и прозаик, ведущий теоретик футуризма; Григорий Кулик, советский военно-начальник, маршал и герой Советского Союза; Александра Пахмутова, советский и российский композитор, пианистка, народная артистка СССР; Михаил Таль, советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Именины сегодня: Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан. А сейчас наша рубрика «Моя профессия», которая помогает нашим зрителям узнать интересные факты о той или иной профессии. И сегодня мы вам расскажем о профессии кондитера. Меня зовут Веснер Юлия. Я работаю на хлебокомбинате кондитером. Я стряпаю пряники, вот эти вот. У нас 6 видов пряников. Это нежный, сергелякский, воронежский, юность, шоколадный, комсомольский. Бывают еще праздничные пряники. Мне нравятся больше всего нежные и шоколадные. Каждое утро пью с ними кофе. На хлебокомбинате я работаю уже 7-й год. Пришла, потому что мне понравилась эта работа, делать пряники. Обучалась я уже на заводе, меня обучали опытные люди. Сразу все поняла, сразу все начала работать хорошо. Рабочий день длится с 8 утра до 5 вечера. Все автоматизировано, все хорошо работает. Бывает, конечно, машины ломаются, бывают поломки, но не более этого. У нас коллектив состоит из 3 человек. Все мы спотчено работаем. В день у нас выходит тонна 200 пряников, а на следующий день она уже идет по магазинам. Выпекается, глазируется, за ночь сохнет. На следующий день пакуется и развозится по магазинам. Мне нравится эта работа. Добрые люди любят сладкое. А вот наш следующий материал посвящен человеку, который всю жизнь работал в одном направлении, но позже сменил свою деятельность на более творческую. Даже такое бывает, и сейчас мы вам расскажем историю жителя Хангаласского улуса.
Сергей Иванов – пенсионер УФСИН, проработал 20 лет в системе исполнения наказаний. Сейчас работает гидрологом на метеостанции. В 2020 году, когда всю планету накрыла пандемия коронавируса и люди были вынуждены сидеть дома, герой сюжета увлекся резьбой по дереву. Потихоньку, понемножку Сергей набивал руку и начал делать уже более сложные композиции. Например, тотем хангаласов «Орла». И вот буквально 2 месяца назад с деревянных изделий он перешел на металлические, в частности, на топоры. Вообще я человек такой, я не люблю заниматься одним чем-то, мне постоянно хочется что-то новое испытать. И просто увидел вот в телевизоре, в телефоне попался сюжет травления топор, художественное травление топоров. Ну и вот начал я потихонечку то же самое. Технология травления по металлу – процесс мудреный. Если в 2 словах, то сначала болгаркой очищают поверхность топора от ржавчины и грязи, обтачивают форму, затем наносится краска, на ней прорисовывают узоры, которые далее выцарапываются самодельным инструментом. После чего уже идет процесс травления, он тут довольно-таки долгий, часа 2-3, смотря от глубины нанесения рисунка на топор. С помощью зарядного устройства, которое аккумуляторы заряжают, в растворе солевом, густом солевом растворе, 2 пластины нержавейки, присоединяется плюс-минус, к топору подсоединяется и к этим пластинам. И вот подключается в сеть, и таким способом делается травление. На сегодняшний день герой сюжета изготовил уже 12 топоров. В среднем на одно изделие уходит 3-5 дней. Стоимость от 6000 рублей. Есть топоры и со скандинавскими мотивами, и с якутскими, например, с изображением ленских столбов. Это топоры абсолютно не декоративные. Вот там можно будет потом посмотреть. Полностью рабочий топор, просто красивый. В комплект к топорам Сергей также начал делать деревянные чехлы. Посмотрел в интернете ивенкийский чехол для топора. Посмотрел, и все. Оказывается, легко и просто. И материала тот же самый береза, плюс полоски кожаные, я старую куртку располосовал. Чтобы не зацеплялось лезвие, да? Ну и, во-первых, когда вот у него есть чехол, его можно положить в рюкзак, положить в машину безопасно. В целях безопасности. Да, ничто не повредится, не испортишь, ничего не порежешь. Дальше больше. В планах у Сергея Иванова начать изготавливать деревянные скульптуры, так называемые малые архитектурные формы, которые в будущем могут украсить общественные места родного Покровска. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Встречайте новый день с улыбкой, ведь ничто так не украшает человека, чем открытая и добрая улыбка. А что делать, если состояние ваших зубов не позволяет этого сделать? Тогда нужно идти в зубную клинику. Боитесь? А зря, ведь современные технологии и оснащение докторов позволяют посещение дантиста сделать совершенно безболезненными, комфортными и безопасными. С новинками медицины познакомилась наша съемочная группа. После прошлого раза все нормально, да? Ничего не болело? Хорошо. Ага. Сегодня также мы будем лечить кариес на нижнем зубе. Давайте я проведу осмотр. Студентка Настя не в первый раз в этой клинике. За одно посещение ей вылечили сразу 2 зуба. Все очень улыбчивые, приятные, и страх сам собой пропадает. Все делают абсолютно безболезненно и очень быстро и качественно. За это время посещения я вылечила около 6 зубов, также еще делала профессиональную чистку. Не только бормашина и анестезия. В арсенале современных дантистов теперь и микроскоп, способный увеличивать изображение до 30 раз. Микроскоп – это новая технология, которая позволяет более точно и аккуратно проводить лечение в полости рта пациента. Микроскоп увеличивает изображение. Мы можем более точно удалять кариес. Благодаря этому мы сохраняем больше здоровых тканей в зубе. А что делать, если пациент обратился слишком поздно и зуб спасти уже невозможно? И тут есть решение – протезирование с использованием коронок из диоксида циркония, современного материала, не подверженного коррозии и стойкого пигментации. Диоксид циркониевые коронки, они максимально эстетичные, прочные, гипоаллергенные. И сейчас вот современный век, и люди предпочитают красивую улыбку. А пациенты чаще выбирают диоксид циркониевые коронки из-за эстетичности.
Современная стоматологическая клиника не только про лечение и восстановление. Врачи проводят профилактическую и образовательную работу, рассказывают о правильном уходе за полостью рта и поддержании здоровья зубов. Вовремя вылечить зубы, чтобы не было запущенных, чтобы потом не удалять эти зубы. Мы проводим для детей гигиеническую учебу, как правильно пользоваться щеткой, какую больше пищу, там, твердую потреблять, чтобы правильно шло развитие челюстей. Потому что если на челюсти будет мало нагрузки, то она недостаточно развивается, и потом у нас получается как бы кривые зубы, потом приходится делать ортодонтическое лечение. При этом доктора отмечают и радуются, что выросло уже целое поколение, для которых поход в стоматологическую клинику не про боль и страх, как это было раньше, а осознанная забота о своем здоровье. И внедрение новейших технологий и регулярное посещение стоматолога – гарантия того, что современный человек может вплоть до старости сохранить свои зубы и без стеснения улыбаться на все 32. Туяра Филиппова, Джулус Иннокентьев, Якутск. 50 Санта-Клаусов вышли прокатиться на трамвае по Рио-де-Жанейро. У них сегодня выпускной. Они окончили школу профессиональных Сант. Всем выпускникам вручили дипломы. Теперь Санты начнут готовиться к Рождеству. Праздничный сезон уже не за горами, и Санта-Клаусы желают всем благополучия. Выпускникам школы Сант также вручили золотой ключик. Он символизирует начало рождественского сезона. В католических странах Рождество отпразднуют с 24 на 25 декабря, а в православных с 6 на 7 января. До Нового года осталось 2 месяца. По данным исследования Ассоциации туроператоров России, к началу ноября в стране проданы 55-60% всех туров на новогодние праздники. Тем не менее, возможность найти подходящий вариант, в том числе экономный, еще осталась. Согласно аналитике, средние показатели цен на новогодние туры по России оказались выше прошлогодних на 6-14%. Меньше всего подорожали санатории Кавказских минеральных вод. Больше всего курорты горного кластера Сочи. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, чтобы сэкономить, можно рассматривать варианты новогоднего отдыха в соседнем регионе либо в своем. К тому же, чтобы оптимизировать расходы, нужно раннее бронирование. Между тем, на международной выставке в форуме «Россия» в Москве Якутия презентует событийный фестиваль «Зима начинается с Якутии», который сегодня стал брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. Об этом сообщает Министерство предпринимательства, торговли и туризма республики. Напомним, что фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится в республике с 2011 года, ежегодно с конца ноября по 1 декабря. Как отметил министр предпринимательства, торговли и туризма региона Тимур Ханды, именно в Якутии первыми в стране зажигаются огни новогодней елки. Мы познакомим россиян с нашей зимней сказкой, представим выступление Чисхана, якутского Деда Мороза и его снегурочки Харчаны, проведем дегустацию национальных деликатесов и многое другое. Участники мероприятия прикоснутся к нашей богатой национальной культуре и узнают много интересных фактов о Якутии, поделился Ханды. В этом году в программу фестиваля «Зима начинается с Якутии» входят праздник строганина, гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс снегурочек «Харчана-Ко», конкурс зимней одежды и многое другое. Ну а мы еще раз напоминаем, что 12 ноября в рамках выставки состоится День Республики Саха-Якутия. В павильоне номер 75 ВДНХ будет представлена культурная, деловая, образовательная и фестивальная программа, посвященные региону. Их дополнят ярмарка национальных сувениров и украшений, дегустация блюд якутской кухни. Ну, как говорится, праздники уже на носу. И чтобы быть готовыми к этому событию на все 100%, надо уже начать готовиться сейчас. И в нашей республике полезные советы мы вам расскажем, как вернуть блеклым ювелирным изделиям из серебра первозданный презентабельный вид. Сегодня мы расскажем вам, как очистить серебро, серебряное и позолоченное серебро
в домашних условиях. Нам понадобятся очень простые вещи, которые есть в каждом доме. Для серебра, обычного серебра, мы берем зубную пасту. А для позолоченного серебра мы берем пищевую соду и воду. Вода не должна быть горячей или сильно холодной. Так, давайте для начала начнем с позолоченного серебра, так как его надо подержать 3-5 минут. Так, для этого мы соединяем соду и делаем кашицу. Добавляем водички чуть-чуть, делаем кашицу и... Конечно, в интернете есть очень много способов, да, но там в основном такие какие-то немножко сложные, долго, да, а вот эти средства очень простые и легкие в применении. Так, давайте, нам еще понадобится мягкая тряпочка. Для позолоты нельзя использовать какие-то твердые абразивные средства, поэтому сода очень хорошо помогает. Ага, мы хорошо его обрабатываем. Он безвреден для рук, потому что можно без перчаток, ну, кому как удобно, можно без перчаток, потому что он безвреден. Это не какие-то химические средства, да? И вот так мы его оставляем чуть-чуть, буквально на минутки-две, и приступаем к серебру, потому что серебро не так долго нужно держать. Также берем мягкую тряпочку, и зубная паста. Лучше брать пасту обычную, да, не гелевую, не с какими-то такими примесями, а просто обычную зубную пасту. Смазываем хорошенько наше серебро. Да, серебро и... Ой. Так. Угу. И чуть-чуть буквально тоже на минуточку оставляем. Далее нам, возможно, понадобится еще тряпочка для полировки. И если, например, нету, то можно просто ополоснуть в воде и, ну, как бы вытереть, да, насухо тряпкой. Так, ну давайте мы уже ополоснем, да, вот у нас водичка осталась. Буквально сюда мы ополоснем наше позолоту. Позолота очень такой тонкий материал, поэтому можно его испортить очень легко. Поэтому, а для этого она так частенько чернеет, да, а сода как раз-таки очень хорошо очищает, не портит тонкую позолоту, да. Вот, можете посмотреть, как она заблестела. Вот, буквально никакой желтизны. Она позолота, когда темнеет, она становится как будто медной, да, а тут она становится, видите, какой? Вот такая она сверкает. Всего тогда подержали чуть-чуть в соде, и она вот такая вот. Так, давайте серебро посмотрим. Тоже в воде мы ополоснем чуть-чуть. Ну, конечно, дома, да, можно под струей воды. Конечно, будет быстрее и эффективнее, но так тоже неплохо. Так, наше серебро. Серебро, конечно, очень хорошее ювелирное изделие, но оно часто чернеет, и тоже такой... В интернете очень такие много сложных каких-то рецептов, да, по очистке, а тут зубной пастой простой буквально, вот посмотрите, пожалуйста, оно тоже у нас стало очень таким легким, светлым, звенящим, да, красивым. Так что вот эти два способа, да, для серебра и позолоты очень легко и просто в домашних условиях могут почистить ваше украшение, чтобы радовать вас и дарить счастье. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Пусть мама придет». И сегодня познакомим вас с Василиной. Ей 15 лет, и главное увлечение, в котором проявился талант девочки – фольклор. Мы надеемся, что после нашего сюжета Василина обретет семью.
Мен атым Василина, мені фольклорға жарықтанабын. Мен басты класс бұттан хағала бұттым. Білеген мен бұсылға әлбәқ сердерға хыджы бұттым, бұлырын әме. Бастықы хыджы бұт серем Чувашия баран кәлбетім атын оғылары күтті. Бихе бәбіт хер бетін тоқ бұтыны көддер бүппіт. Народ ыры бұтын оғы қайда бүппіт еген. Алтын нега мен атын оғылары күтті, фольклордары күтті әме тоқ қабар бүппіт. Уфаға көп бүппіт, онна баран болақ. Бихе бәбіт концертің орын онны көддер бүппіт. Уфа тоғығар, районығар. Онна бихіне қайға бұттыра аға еген. Оны бихе бер бүппіт еген. Ол кәнеттені мен бұл кіхін тоққа бар бұтым. Министерство елкатыр бар бұтым. Онна наға чүгі етеме Москваға бұл. Бұл хаңа жыл бол бұтым. Онна мен әлбәқ оғыларыме бол бұтым. Бер бүтім, еген көп бүтім наға чөйті. Тырайын әні елі қарақай, таран аран елі қарақайы, саппы күтті оньяры қой, бәрігеті қаңнары қой. Мен тоққа культурный колледжға кереқпен бағарабын. Онна Айтелина Михайловна көрдік, оғылары үйретер, онна мұна Охо хайга, олан қоғы, үреға тойыққа үйретер болықпын бағарабын. Оннық маннық атын жанларға кәпсияқпен бағарабын. Олан қотығынан, охо хай тұғынан қайдақ тоқтырға үйретерге егін хөбеләне балан берекпен бағарабын жанларға. Бұ мені охо хайды хыджары, олан қалу хыджары, тойықту хыджары, Тоқпын, мен халғықпын бағарабын, күрік. Онна жанларға тоқ білі кәрі болықпын бағарабын. Ән көқтірін түннерін күрі жары болума, ән күғірі дірейса. Мы надеемся, что Василина обретет семью. С 8 ноября в галерее зарубежного искусства филиала Национального художественного музея Республики в Якутске открылась выставка «Путешествие через эпохи», завершающая выставочную дилогию и собрание московского коллекционера Владимира Беликова. Сегодня у нас в гостях Вероника Егорова, методист по научно-просветительской деятельности. Здравствуйте, расскажите, в чем же уникальность этой выставки? С добрым утром. Как вы отметили, эта выставка приехала к нам в Якутск из Москвы, и она гостит в Якутии впервые. На выставке представлена печатная графика. Это гравюры 15-18 веков из частного собрания ученого, очень известного человека, коллекционера Владимира Гурьевича Беликова. И вот первая часть выставки познакомила якутских зрителей с основными библейскими сюжетами. Чем же отличается вторая часть выставки? Вторая часть выставки служит продолжением первой части, конечно же, и экспозиция рассказывает уже о дальнейшей судьбе гравюрного искусства. Библейские сюжеты, они были основой западноевропейского искусства, но начиная с эпохи Возрождения начинают появляться мифологические сюжеты, то есть обретают вторую жизнь боги и герои Олимпа. На выставке представлены гравюры с изображением прекрасной Афродиты, веселого Вакха и его спутников-сатиров. Есть очень старинная книжная графика, инкунабул, страницы из инкунабул, так называют самые первые печатные книги в Европе, изданные до 1501 года. Есть также бытовые сценки, аллегории, тоже это иносказательные сюжеты, наполненные особым символическим смыслом. Произведения каких известных художников будут представлены и что интереснее всего будет для зрителей?
Первая часть, кстати, называлась «От Дюрера до Рембрандта. Библейские истории». И, как подсказывает название, на первой части выставки можно было познакомиться с работами самого Альбрехта Дюрера, северного Леонардо да Винчи, Рембрандта, Харменса ван Рейна. А во второй части есть также гравюры работы Дюрера. Но это не станковая графика, это книжные иллюстрации к поэме Себастьяна Бранта, немецкого гуманиста, ученого, «Корабль дураков», очень известные произведения нового времени, изданные в конце 15 века. И Альбрехт Дюрер был одним из художников, который участвовал в иллюстрировании этой книги. Также есть страница из знаменитой первопечатной книги другого немецкого ученого Хартмана Шеделя «Всемирные хроники». Иллюстрации к этой странице выполнила учитель Дюрера, кстати, Микаэль Вальгемут его звали. Есть иллюстрации к художественной автобиографии императора Священной Римской империи Максимилиана I «Вискуник» или «Белый король». Ну и много чего интересного тоже. Ну и расскажите, какие еще выставочные проекты запланированы в юбилейный для художественного музея в этом году? Да, в этом году, кстати, нашему Национальному художественному музею Якутии исполняется целых 95 лет, да, почти целый век. И в этом году и в основном здании музея, и в его филиалах было очень много интересных выставочных проектов, начиная с выставки «Иван Шишкин. Живопись и графика», которая у нас гостила с весны по лето. Сейчас в основном здании музея на Кирова 9 работает выставка «Часы и эпоха» из Эрмитажа. А в галерее зарубежного искусства, к примеру, мы будем еще делать выставки печатной графики из фондов нашего музея. Что ж, Вероника, спасибо вам большое, что провели утро вместе с нами. А мы переходим к новостям. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В России свыше 200 домов с начала года перестали быть долгостроями. Квартиры в них получат почти 25 тысяч обманутых дольщиков. Так, в этом году с помощью федеральных и региональных механизмов достроены 212 домов, которые когда-то были долгостроями. Квартиры в них получат почти 25 тысяч обманутых дольщиков. Всего же с начала текущего года восстановлены права 32 тысяч граждан. Напомним, к федеральным механизмам помощи дольщикам относится завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, а также выплаты. В селе Абага Амгинского района завершается строительство новой школы-сада на 225 мест по инвестиционной программе Якутии. На данный момент завершено благоустройство, подключена система отопления. Ведется монтаж водоснабжения и канализации, подключают видеонаблюдение, интернет. Также несколько бригад работают на укладке плитки, отделочных и покрасочных работах. Всего трудятся 57 человек. Работы идут без отставания от графика. Строители планируют сдать объект к концу года. Параллельно работают над дизайном школы. Ну, конечно, все идет по проекту, там, конечно, по проекту все предусмотрено, но есть такие моменты, которые, вот, допустим, группы детсадиков, кабинеты школ, они не предусмотрены по дизайну, и поэтому наши выпускники нашей школы, они вот оказывают свою помощь посильную, кто рисует, деньги собирают, и вот это вот получается, что они общими усилиями мы вот так украсим наше новое здание и надеемся, что оно будет очень красивое. 12 ноября Якутия станет одним из первых субъектов страны, который покажет свои достижения и традиции на международной выставке форуме «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Экспозиция республики под названием «Якутия. Вселенная Лонхо» будет посвящена якутскому национальному эпосу, который отражает историю, культуру и духовность народа Саха. Гости выставки смогут увидеть современные проекты креативной индустрии, уникальные разработки в сфере промышленности, строительства, медицины, сельского хозяйства, а также познакомиться с народным искусством, кухней и кино Якутии. Особое внимание будет уделено героям якутского эпоса Лонхо международных спортивных игр «Дети Азии», которые в следующем году пройдут в Якутске.
Калейдоскоп талантов. В Якутске стартовал республиканский фестиваль фортепианной музыки. В этом году детская школа искусств получила грант президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 589 тысяч рублей, благодаря чему удалось реализовать проект. Фестиваль включает в себя конкурс юных пианистов, научно-творческую конференцию учащихся, круглый стол по вопросам и проблемам фортепианной педагогики, мастер-классы, а также гала-концерт победителей конкурса. Фестиваль призван поддержать юных талантливых пианистов на всех этапах обучения в возрасте от 7 до 18 лет. В конкурсе примут участие 118 музыкантов со всей республики. С детьми нужно работать серьезно. И очень приятно, когда эти профессиональные, скажем так, вложения дают свой результат. Ну, достаточно привести в пример, например, скрипичную школу. Да, ваш выдающийся оркестр. Действительно, это такой, в общем, бриллиант в ожерелье всех регионов Российской Федерации. И, конечно, ваша вокальная школа. Не хочется даже говорить «ваша», хочется говорить «наша», потому что все-таки мы действительно единая страна. И я надеюсь, что и пианизм, и наши совместные усилия дадут, безусловно, свой результат. И о погоде. В ближайшие выходные в Якутске ожидается потепление и снегопад. Ослабление морозов связано с прохождением через территорию Якутии теплых воздушных масс, рассказали в Якутском гидрометцентре. В конце недели с северо-запада ожидается снежная и теплая погода. 9 ноября на северо-западе, 10 и 11 ноября в западных и юго-западных районах. В выходные дни тепло распространится на центральные и южные районы. По данным Гидрометцентра России, потепление в Якутске будет кратковременным. И уже со вторника, 14 ноября, температура опустится до привычных ноябрьских значений. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Мы уже подходим к концу нашего эфира, и сейчас у нас на очереди рубрика «Киноафиша», после которой мы подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша билетов в кинотеатр «Центральный». Так что оставайтесь вместе с нами и продолжайте смотреть на телеканале «Якутия-24». Уровень кислотности дождей более чем в 1000 раз превышает норму для побережья Колумбии. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Мне в этом мире жить не тебе. Французский фантастический триллер «Катастрофа» отправляется в российский прокат. По сюжету в разных точках мира происходят случаи аномальных кислотных дождей, которые мгновенно уничтожают все живое. 15-летняя Сельма и ее родители должны противостоять смертоносной стихии и объединить силы, чтобы пережить климатический апокалипсис. Мне не нужны проблемы. Все сюда! А их и не будет. Просто доверься мне. Я с тобой. «Катастрофа». В кино с 9 ноября. Меня зовут Леон! Приключенческий анимационный фильм «Мастер Кит» расскажет о юном Леоне, который мечтает стать архатом, обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя. Все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов, а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином. Я должен что-то сделать. «Мастер Кит». В кино с 9 ноября. Это будет шедевр. Что за пересъемки? И вас вызвали? Корейский хит с Каннского кинофестиваля «В паутине». История о горе-режиссере Кими, который одержим идеей переснять финал своего только что законченного фильма. Руководители студии и государственные цензоры категорически против. Актеры и съемочная группа и вовсе не могут понять смысла новой кульминации. Тем не менее, Ким тайно начинает пересъемки. Несмотря на всеобщий хаос, постановщик верит, что новинка станет шедевром. Драма, хоррор, фильм «Катастрофа», да еще и монстры. И все в одном фильме?
паутине» – не только увлекательное и кемповое метавысказывание о том, как порой невыносимо трудно создавать кино, но и важное напоминание о том, что за каждым произведением искусства стоит ранимый художник со своими амбициями и сомнениями. Сплошная жесть. Замуруйте павильон. Сдохни. Стоп! Снято! В паутине. Чья это земля? Моя. А с 11 ноября кинотеатр «Центральный» приглашает на премьеру фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Правильно сделал, что приехал. В этой земле нашли нефть. Осейджи — самый прекрасный народ Божьего мира. Кинокартина основана на одноименном документальном романе Дэвида Грана. Книга рассказывает о серии загадочных смертей в Оклахоме в 1920-х годах. Коренные жители Америки погибали при таинственных обстоятельствах. Кто-то замертво падал после выпитого стакана, кого-то находили избитым во враге, а некоторым хладнокровно стреляли в голову. Местные власти до последнего игнорировали происшествия, а если и находились детективы-смельчаки, их вскоре обнаруживали убитыми. Мартин Скорсезе и остальные сценаристы пересказывают события очень близко к первоисточнику. Зрителю рассказывают о династии Хейлов, показывают заказные убийства индейцев и даже раскрывают историю появления ФБР. Именно на этом деле бюро расследований впервые подтвердило свою состоятельность. Но главное достоинство фильма – это воссозданная эстетика эпохи и культура коренных жителей. Боится больше всех. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Я только и делаю, что жалею. Ну а мы подводим итоги розыгрыша пригласительных в кинотеатр «Центральный». Я напомню условия. Ответ должен был быть не только верным, но и максимально полным. Лучше всего с этой задачей справилась Надежда Мурзина. Я вас поздравляю. С вами свяжутся наши редактора и скажут, где вы можете забрать ваш приз. А на этом наш эфир подходит к концу. Всем плодотворного дня, отличной недели и хорошего позитивного настроения.